Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Арслан Мударисов. И сегодня в программе. Кундуз пал под натиском талибов. Пойдут ли боевики на штурм Кабула? Без права на защиту. В Душанбе задержали адвоката 13 арестованных членов ПИФТ. Чистка продолжается. Таджикские силовики поймали еще одного сообщника мятежного генерала Назарзаде. С5+1. США создали в Центральной Азии клуб министров иностранных дел. Нурсултан Назарбаев призвал мир перенести ООН в Азию и создать единую мировую валюту. Боевики движения «Талибан» полностью захватили город Кундуз на севере Афганистана. Как сообщает русская служба BBC, афганские военные подтвердили потерю контроля над городом, однако утверждают, что все еще удерживают местный аэропорт. Причиной успеха талибов военные называют эффект неожиданности. Силы безопасности Афганистана под Кундузом дождались подкрепления и перешли в контратаку, сообщает в другом сообщении BBC. По данным на утро вторника, армии удалось уже отбить у талибов здание городской тюрьмы и полицейского управления провинции Кундуз. По данным СМИ, операция по освобождению Кундуза силами безопасности Афганистана проходит при поддержке США. Американские военные нанесли по городу удары с воздуха. Об этом сообщил полковник армии США Брайан Трайбас, представитель военной комиссии Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане. Представитель НАТО не уточнил, какова численность войск коалиции в этом регионе. Наступление талибов на Кундуз началось 28 сентября. В нем участвовали несколько сотен боевиков. К вечеру они сумели захватить более половины города, а затем взяли его целиком. Сейчас на центральной части Кундуза развивается флаг Талибана. Кроме того, боевики выкладывают в интернет фотографии афганской бронетехники, которую они захватили в ходе штурма города. Каковы будут дальнейшие действия талибов? Хватит ли им сил двинуться на Кабул или они выберут другие цели? О том, что способствовало победе боевиков и почему талибов боятся меньше. Глобальные причины их победы, это в первую очередь вывод иностранных войск с территории Афганистана, которые привели к сокращению участия сил НАТО в операции, и еще стало неожиданно то, что они перестали поддерживать авиационно афганские силы безопасности. Например, вчера все ожидали, что хотя бы к вечеру воздушные силы НАТО нанесут воздушные удары по позициям талибов в этой провинции, однако этого не произошло. Но то, что сделали талибы, то есть эта атака на город, захват города, с одной стороны, они продемонстрировали, скажем так, несколько новую тактику своих действий, если очень слаженно, организованно, с нескольких сторон они вошли в город, прикрыли, если можно так сказать, ворота города и начали уже захватывать стратегические объекты города. Но с другой стороны, наверное, захват Кундуза не станет исключением из общих правил, которые складываются уже достаточно давно в Афганистане. Это то, что талибы не могут удерживать или сохранить контроль над крупными городами длительное время. Это первый для боевиков успех такого масштаба за последние 14 лет. Ранее сообщалось, что если боевикам удастся занять Кундуз, это станет переломным моментом в борьбе между повстанцами и правительственными войсками. Кундуз – один из крупнейших городов Афганистана, административный центр одноименной провинции на севере Афганистана. В городе сходятся несколько стратегически важных магистралей, которые соединяют центральные и северные регионы страны, в том числе дороги, ведущие к столице Кабулу. Сам Кундуз расположен на автотрассе, ведущей от Кабула к границе с Таджикистаном. Между тем, афганские СМИ сообщают, что губернатор Кундуза накануне бежал в Таджикистан. В посольстве Афганистана в Душанбе эту информацию подтвердили агентству Азадагон. В свою очередь, в Кабуле действие чиновника получило жесткую критику. Депутат от Кундуза в Народном собрании Афганистана обвинил беглого губернатора в деморализации населения и местных силовых структур, что в свою очередь послужило быстрой сдаче города в руки талибов. Тем временем в соседнем Таджикистане, по-видимому, повторяется прошлогодняя история с известным адвокатом Шухратом Кудратовым, но на этот раз на скамье подсудимых оказался Бузурмехр Йоров. Один из опытнейших юристов Таджикистана, как и отбывающий тюремный срок Кудратов, взялся за защиту оппозиционеров. Если Кудратов угодил в тюрьму, защищая опального бизнесмена Заида Саидова, то Йоров попал в немилость властей из-за дела 13 арестованных членов партии Исламского Возрождения, которых взялся защищать.
Как мы сообщали накануне, вчера во второй половине дня адвокат был вызван в Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана. После допроса адвоката взяли под арест, а сегодня утром на сайте МВД появилось сообщение под заголовком «Адвокат-мошенник». Правоохранительное ведомство официально предъявило Йорову обвинение в получении взятки в размере $4000 в 2010 году, а также инкриминирует ему подделку талона технического осмотра автомашины. В подлинность выдвинутых обвинений, конечно же, никто в Таджикистане не верит. Да и сам адвокат неоднократно заявлял, что власти оказывают на него сильное давление, с тем, чтобы он отказался от защиты арестованных пифтовцев. Коллеги адвоката также считают, что задержание Йорова связано именно с этим делом. Как в этой ситуации могут работать адвокаты? Почему власти не дают юристам защищать оппозиционеров? Что будет с Общественным комитетом по защите арестованных пифтовцев? И ждать ли скорого выхода Йорова на свободу? На эти вопросы мы попытались получить ответ. Сразу скажу, что во всем мире институт адвокатуры – это очень важный механизм для развития гражданского общества, демократических процессов. Во многих странах они, можно сказать, даже у них есть иммунитет, власти никогда им их не мешают. А в данном случае в Таджикистане, к сожалению, в принципе, это был адвокат, который был очень смелый, он брал дела, которые другие боялись взять эти дела. И мне кажется, вот те статьи, которые поставили ему, можно сказать, это вообще смешно. Власти пока так говорят, что он мошенничеством занимался. Тогда спрашивается, почему столько времени, прошло 4 года, и если это действительно было так, они не занимались. Или там говорят подделка документов, технический паспорт, тоже смешно. Дело в том, что вопрос, если бы он не стал защищать вот этих членов ФИФТа, они бы возбудили это дело или нет? Я думаю, нет. Но это говорит о том, что власти боялись, что там адвокат Йоров, он открыто говоря, будет говорить о нарушениях права этих людей, которые сейчас задержаны. Между тем, в Душанбе задержан очередной высокопоставленный военный из Министерства обороны, которого также подозревают в организации мятежа. Как сообщает Азия Плюс, силовиками задержан один из близких сподвижников экс-замминистра обороны страны, полковник управления сухопутных войск Министерства обороны Республики Назар Сафаров. По данным властей, полковник был вхож в близкий круг друзей опального генерала, который знал о готовящемся заговоре и активно участвовал в его подготовке. Источник агентства сообщил, что после подавления вооруженного мятежа полковник Сафаров до момента своего ареста скрывался в Душанбе и был задержан в минувшее воскресенье. Далее коротко о ключевых событиях Центральной Азии. В Бишкеке направленным взрывом была снесена 100-метровая труба ТЭЦ. Ювелирный взрыв был произведен с точностью до метра. Вся масса армированного бетона легла строго в назначенное место. Взрыв был выполнен в рамках модернизации старого оборудования. В Казахстане набирает популярность видео, на котором девушки на одной из свадеб едва не подрались друг с другом из-за букетика цветов. На видео после броска невесты букет упал на пол, после чего его подобрала одна из девушек. Однако тамада решил, что так нечестно, и попросил снова бросить цветы. Но тут в дело вмешалась мать девушки, которая поймала букет, и возмутилась, почему это не считается. Видно, очень уж хочется матери поскорее выдать дочурку замуж. В Ташкенте произошла массовая драка между будущими дипломатами, учащимися лицея при Университете мировой экономики и дипломатии. На ролике видно, как студенты кидают друг друга пластиковые стулья и столы. В итоге один человек пострадал. По разным данным, драку разнимало от 3 до 30 сотрудников милиции. В посольство США в Узбекистане бросили бутылки с зажигательной смесью. В Ташкенте 28 сентября в 7:30 утра по местному времени неизвестные бросили 2 бутылки с коктейлем Молотова на территорию посольства. Одна бутылка взорвалась, вторая нет. В результате инцидента никто не пострадал. Местные органы власти начали расследование по данному делу. Мы продолжаем выпуск. Соединенные Штаты Америки объявили о создании нового формата переговоров для министров иностранных дел Центральной Азии. Госсекретарь США собрал в Нью-Йорке всех министров регионов и объединил их в С5+1, то есть США и 5 стран Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Джон Керри, проведя данные переговоры, инициировал и новый формат для дискуссий по региональным вопросам между госсекретарем и его партнерами в Центральной Азии. На первой встрече стороны обсудили, как Соединенные Штаты и страны региона могут работать вместе, чтобы реагировать на общие вызовы в сферах безопасности и экономического развития. Группа, в частности, коснулась ситуации в Афганистане и ее влияния на стабильность Центральной Азии. Что это означает для стран центральноазиатских государств? Очередное развитие многовекторной политики или новые перспективы развития экономики и безопасности? Мнение директора аналитического центра МГИМО Андрея Казанцева. Если речь идет о политике США, то им прежде всего нужна координация сейчас в сфере безопасности, потому что их тоже интересует проблема войны с терроризмом, вопросы проникновения исламского государства на территорию Центральной Азии, а также проблематика, связанная с возможной дестабилизацией Центральной Азии в связи с тем, что происходит в Афганистане. Вот, например, вчера талибы в Кундуз вошли, это уже на границе с Таджикистаном, в столицу Кундуза. И, соответственно, это первая тема, которая будет интересовать американцев. Вторая тема, это возможно, их не устраивает рост российского и китайского влияния в регионе, и через какие-то механизмы взаимодействия с центральноазиатскими государствами они будут со временем пытаться как-то это влияние сдерживать. Что касается стран Центральной Азии, то здесь очевидно развитие их политики многовекторной. Вы в своем вопросе совершенно справедливо это отметили. То есть они всегда пытались взаимодействовать со всеми возможными партнерами, и какое-то осторожное взаимодействие с США ничуть не будет мешать развитию отношений с Россией и Китаем, как, в общем, сейчас уже основными двумя приоритетами для большинства центральноазиатских стран. Пока мир обсуждает выступление Владимира Путина и Барака Обамы с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, вниманием обходит другое, не менее интересное выступление лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Для начала глава Казахстана Назарбаев подчеркнул, что в 21 веке центральной задачей человечества должна стать реализация стратегии, навсегда избавляющей мир от угрозы войн как таковых и устраняющей их причины. Относительно экономического кризиса Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что борьбу с глобальным кризисом необходимо начать с наведения порядка эмиссии и обращения мировых резервных валют, которые сейчас не отвечают критериям законности, демократичности, конкурентности, эффективности и международного контроля. В 21 веке миру нужны финансовые инструменты нового качества. Необходимо объединить усилия стран-членов ООН по разработке наднациональной мировой валюты. В конце своего выступления Нурсултан Назарбаев выступил с неожиданной инициативой. Президент Казахстана предложил подумать о переводе штаб-квартиры ООН в Азию. Борьбу с глобальным кризисом необходимо начать с наведения порядка эмиссии и обращения новых резервных валют, которая сейчас не отвечает критериям законности, демократичности, конкурентности, эффективности и международного контроля. В 21 веке миру нужны финансовые инструменты нового качества. Необходимо объединить усилия стран-членов ООН по разработке наднациональной мировой валюты, отвечающей целям и задачам глобального устойчивого развития и процветания. Второе. В год 70-летия атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки призываю сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в 21 веке. Предлагаю принять всеобщую декларацию ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия. Мы первая страна в истории, закрывшая ядерный полигон и отказавшаяся от 4-го по величине ядерного арсенала, а также создавшая безъядерную зону в Центральной Азии. Необходимо создание безъядерных зон и в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке. Это были актуальные новости Центральной Азии. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.